армянских исследователей, азербайджанских, грузинских, европейских, российских. И книга посвящена, мы ее решили посвятить, поскольку этот год юбилея, это, так сказать, 2000-летию города Дербента и 80-летию со дня рождения Зазы Николаевича Алексидзе. Это тот самый человек, который действительно своим научный подвиг совершил, не имея возможности использовать специальную аппаратуру. Он смотрел на подложке рукописи Синайского монастыря, где были обнаружены эти тексты. Вот как раз мы говорим о счастливом стечении обстоятельств, счастливом случае, когда действительно можно изучать язык и историю языка, имея на руках и письменные источники этого языка. Не все народы, к сожалению, сегодня и тюркские особенности кочевые имеют возможность смотреть на древнее состояние своего языка. Это здесь как раз тот самый случай исследований международного коллектива исследователей во главе с составе Гипперта, Шульца и Алексидзе. Они, и Мае, там тоже французский исследователь, они издали 2 тома этих текстов, где было однозначно сказано, что этот текст восходит к одному из вариантов древнеудинского языка, ближе всего к древнеудинскому, но древнеудинский тоже не является прямым наследником. То есть была подтверждена мысль о том, что это, в общем, древнее состояние лезгинских языков. А теперь у нас открываются новые перспективы и новые возможности, потому что, значит, вот этот алфавит, который вы видите здесь, собственно, это алфавит из Матендарана, а есть, собственно, алфавит составлен на основе этих палимсестов, больших текстов. Кстати, вот из редакторов в редакционную серию входят еще лингвисты Майсак и Юра Ландер. Мы пригласили наших коллег-лингвистов, и здесь тоже использована работа лингвистов.